Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В последнее время в республике значительно возросло количество случаев телефонного мошенничества. Финансовые потери жителей Якутии достигли огромных масштабов. Как уберечь свои накопления и распознать мошенников, мы узнаем у гостей студии: Андрея Гриднева, заместителя управляющего отделением Национального банка по республике Дальневосточного главного управления Банка России, и Александры Поповой, старшего специалиста отдела информационной безопасности Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. Андрей Анатольевич, Александра Гавриловна, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Анатольевич, по вашему мнению, с чем связана такая активизация телефонных мошенников в последнее время? Действительно, проблема кибермошенничества для нашей республики на сегодняшний день стоит очень остро. И масштабы, на самом деле, мошенничества нас пугают очень сильно. Но вы понимаете, в век развития информационных технологий, время же не стоит на месте, наши граждане очень активно пользуются цифровыми гаджетами, приложениями. Они делают покупки в интернете, они оплачивают какие-то счета. И мошенники, и телефонные мошенники, и кибермошенники, соответственно, тоже не спят. Допустим, используя возможности IP-телефонии, они очень ловко подделывают свои номера телефонов, заменяют их на реальные контактные данные банков, различных организаций, ведомств. И впоследствии, выступая якобы от имени специалистов той или иной организации, пытаются получить конфиденциальные данные у наших граждан с целью дальнейшего хищения денег. И вы знаете, вызывает удивление на самом деле, что люди до сих пор попадаются в лапы мошенников, несмотря на то, что схемы, которыми они пользуются, они не новые совершенно. Мы о них постоянно говорим, об этом говорится и в СМИ. Но, к сожалению, такие факты продолжают случаться, и люди теряют деньги. Схема обмана с резервным счетом уже не новая, но якутяне продолжают верить и теряют довольно крупные суммы денег. Как мошенникам удается обманывать людей? Смотрите, действительно, тема резервного счета, она вводит в заблуждение, да? Потому что мошенник звонит потенциальной жертве по телефону и говорит о том, что вам необходимо перевести деньги на какой-то специальный или резервный счет в Центральном банке, и использует наименование Банка России специально, чтобы притупить бдительность гражданина и в дальнейшем выманить у него конфиденциальную информацию. Никаких резервных счетов, каких-то специальных, не существует. Схемы предлагают разные. Могут сказать, что на ваше имя оформлен кредит каким-то посторонним лицом, и для того, чтобы аннулировать операцию, вам необходимо оформить так называемый встречный кредит. Так вот, встречного кредита тоже не существует как инструмента в природе вообще. И такие истории случаются, и мы видим из криминальных сводок, что наши граждане попадаются на такие схемы. А действительно ли в банках есть счета, с помощью которых можно спасти свои сбережения? Нет, как я уже говорил, нет, конечно же нет. Если вам поступил звонок, и в нем заходит разговор о деньгах, то знайте, что это в любом случае мошенники, потому что реальные сотрудники правоохранительных органов или банков, или каких-то иных ведомств, они никогда не будут, особенно по телефону, узнавать у вас ваши личные персональные данные, какие-то конфиденциальную информацию. Поэтому всегда остерегайтесь таких звонков и каких-то новых, невероятно новых слов, которых вы не знаете. Лучше это все перепроверить и не верить на слово. Александра Гавриловна, есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что звонит мошенник? Мошеннических схем очень много, да, но их объединяют определенные признаки. Во-первых, мошенники, они всегда звонят в первую очередь, то есть не вы им звоните, а они именно. И они всегда говорят о деньгах, о которых вы можете потерять, или же которые они хотят вам подарить. И еще определенный признак — это то, что они психологически давят на собеседника, торопят, говорят о том, что надо быстрее решить этот вопрос. И если поступил такой звонок, мы советуем всегда класть трубку и перезвонить по официальному номеру. Андрей Анатольевич, а могут ли банки как-то определить мошенническую операцию и остановить платеж?
Вот прям каждую транзакцию банк пытается отслеживать, безусловно. И если он замечает, ну вот, например, в ситуации, когда гражданин регулярно на протяжении долгого времени перечисляет по 10 тысяч рублей, ну, допустим, своему ребенку, который учится в другом городе, и вдруг списывается некая сумма там, в размере 1 000 000 рублей на какой-то электронный кошелек, банк замечает эту операцию, он ее приостанавливает и набирает непосредственно хозяина счета, владельца счета, чтобы уточнить, правомерен этот платеж или нет. Если он правомерен, то, соответственно, он совершается. Если нет, то операция приостанавливается. И хочу обратить внимание, не блокируется. Это не блокировка счета, пугаться не надо. Банк просто приостанавливает операцию до выяснения реальной ситуации. И это делается с целью заботы, в первую очередь, о клиенте и о его безопасности. Александра Гавриловна, что делать, если человек все-таки оказался в числе обманутых? Можно ли вернуть деньги? Это сложный вопрос, но для того, чтобы не оказаться в числе обманутых, если вам поступил такой звонок, мы всегда советуем класть трубку и перезвонить по официальному номеру. Но если вы сообщили конфиденциальную информацию и 3 цифры, которые находятся сзади вашей карты, то вам следует обратиться в отделение полиции. Александра Гавриловна, если человеку поступил такой настораживающий звонок, как вот стоит себя вести в этом случае? Еще раз повторяю, надо обязательно положить трубку, перезвонить по официальному номеру, который находится сзади любой карты, или же набрать руками, именно набрать и сообщить о том, что поступил такой звонок, и решить уже проблему с сотрудниками банка или же других организаций, откуда поступил звонок. А какие наиболее популярные схемы у мошенников на сегодняшний день? Сейчас в силу цифрового нашего развития очень много именно мошенничества совершается в сети интернет, и это могут быть объявления о продаже, да, например, вы подали объявление, вам поступает сообщение от покупателя, и он просит сообщить ваши данные для того, чтобы перевести деньги. Мы все знаем, что все наши карты сейчас привязаны по сотовому номеру, легче, скорее всего, принять оплату именно таким вот образом, не сообщая БИК счета или же координационный счет, да, или же это могут быть еще покупки, онлайн-покупки. Здесь тоже надо внимательно следить за адресом, где вы совершаете эту покупку. Да, я немного хочу дополнить ответ Александры по поводу того, что необходимо делать гражданину, если вот он находится в стадии попадания в беду или уже перечислил деньги. Здесь 2 варианта развития событий. Если вы поняли, что конфиденциальные данные с вашей карты каким-то образом вы сообщили, или они ушли сомнительному человеку в пользование, но операции еще не проведены, здесь, конечно, целесообразно незамедлительно позвонить в свой банк и заблокировать карточку, номер карты. Таким образом, вы спасете свои деньги от мошенника. Если же деньги уже вы перечислили, то здесь вариантов немного. Банк, в принципе, по закону не обязан возмещать вам такие средства, тем более, что они были вами добровольно. И будучи даже, если вы находились в заблуждении, но вы сами это сделали, перечислили. Поэтому прямая дорога в наши правоохранительные органы, надо написать заявление в полицию. А как отличить лжесайт, например, магазина от официального сайта или, например, банка какого-нибудь? Ну, смотрите, мошенники даже вот в строке браузера, они название сайта пишут, они могут использовать подмену символов. Да? Букву «О» они могут заменить на 0, визуально гражданин видит и читает, будто бы это нормальный сайт, а на самом деле этот сайт будет фейковый, фишинговый, на котором, собственно говоря, вы можете потерять, и ваши конфиденциальные данные могут уйти мошенникам. Это вот обычные такие способы обмана. Конечно же, и по ссылкам переходить, которые вам приходят от кого-либо, тоже надо очень осторожно. Желательно своими руками набить, потому что любой лишний символ, там где-то наличие пробела лишнего, это уже полностью искажает достоверность этого адреса, и вы можете, не зная этого, попасть на мошеннический сайт.
Александра Гавриловна, а есть ли какие-то данные, сколько якутян вот попали в сети мошенников? Да, по данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции с января по март 2022 года поступило 167 обращений от граждан. И возрастная категория у них колеблется от 25 до 60 лет, да, то есть это та категория, которая именно очень активно использует интернет и совершает покупки именно в этой сети. В каких районах чаще всего встречаются такие преступления? Прям прямой статистики по данному вопросу нет, но наша республика в числе тех регионов, в которых мошеннические преступления преобладают. И с 2019 года вот Министерство инноваций ведет просветительскую работу по данному направлению. У нас есть проект «Кибербезопасность», и на сайте infobes.yakutia.com мы освещаем вопросы именно по просветительской работе. И хочется сказать о том, что надо много говорить о том, какие же есть мошеннические схемы, рассказывать знакомым, для того, чтобы люди знали. А как можно сохранить гаджеты и карты от взлома мошенников? Гаджеты, да, обновления выходят для того, чтобы обеспечить безопасность. Ну и карты, если даже мы оплачиваем покупки или обеды в ресторанах, советуем не показывать номера своих карт, если вы даже оплачиваете без контакта, да, или же оставлять их передавать их официантам или продавцам для того, чтобы они провели оплату, потому что мошенник может быть где угодно. И я считаю, еще не лишним будет напомнить нашим зрителям о том, что у Банка России, который тоже занимается просветительской работой в части финансовой грамотности населения и борется с мошенниками, есть специальный сайт Fincult.info, и там есть раздел «Грабли», он так и называется, где любой человек, гражданин может зайти и посмотреть реальные истории, которые случились с людьми, с нашими соотечественниками, которые попали в лапы мошенников, и даже такие истории, которые говорят о том, как они победили мошенников, да, то есть вышли из этой ситуации без потерь. В общем, очень много хороших историй, поучительных. Советую посетить этот сайт. Андрей Анатольевич, Александра Гавриловна, спасибо, что ответили на наши вопросы. На этом наше интервью подошло к концу. Оставайтесь с нами.